и все они прекрасны, право, но о чем бы там и что ни говорили, прекраснее всех, конечно же, кино. Кинематограф вихрем век 20-й ворвался сны, рисуя на стене, и радостью, доставленной когда-то, запомнился навек тебе и мне. Густою стереофонией зала, интригой холодеющий висок, он водил от быта и скандалов, тропою зачарованных красот, туда, где Мэри Поппинс танцевала, и там обескураженному мне мелодии Верийского квартала наигрывал тихонько при луне, и нежностью Джульетты и Наташи всегда многосвечево осенен, любви непостижимые коллажи показывал волшебным фонарем. И был я там раз 100, а может 200 слезою озарения пронзен, когда надежды маленький оркестрик с экрана уходил за горизонт, когда потушен свет и на экране всплывает первых кадров череда, мы постигаем нашей жизни грани, в кино влюбляясь раз и навсегда. Сегодня в зале присутствует министр культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Юрий Степанович Куприянов, которому предстоит торжественная миссия вручения Гран-при. Вести конкурс буду я, Лобанова Ольга, специалист Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. Кто же определил номинации, кто же определил имена победителей в 9 номинациях? Представляю вам членов жюри нашего конкурса. Председатель жюри, заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Марина Владимировна Силина. Заместитель председателя жюри, директор Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия Бергер Васильевич Парников. Директор Национального архива Республики Саха-Якутия
Саха-Якутия Петр Васильевич Румянцев. Заведующий Центром культурно-массовых проектов Управления культуры и духовного развития окружной администрации города Якутска Василина Васильевна Кривошапкина. Главный эксперт Центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия Любовь Аполлоновна Лобанова. Заместитель директора кинотеатра «Лена» Георгий Григорьевич Николаев. Руководитель творческой группы «Кюнь Оголоро», режиссер документального кино, продюсер Саврана Николаевна Барабанова. Руководитель отдела по культуре Якутской епархии Русской Православной Церкви иерей Виталий Беликов. Режиссер-документалист, член правления Якутского регионального отделения Союза кинематографистов Российской Федерации Тамара Дмитриевна Осипова. 10 апреля 1996 года было создано единственное на северо-востоке Российской Федерации профессиональное хранилище кинодокументов. А это значит, что сегодня нам исполняется 23 года. Слово предоставляется председателю жюри республиканского конкурса «Кинолетопись Якутии», заместителю министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Марине Владимировне Силиной. Добрый день, дорогие друзья! Очень отрадно подвести итоги сегодня 16-го конкурса. Я очень рада участвую второй раз в составе члена жюри. И, конечно, очень здорово, что такие конкурсы проводятся, и все те кинолетописи, все те материалы на разных носителях, они запечатлены, и они остались с нами, в нашей истории, нашим потомкам, и это очень здорово. Я хочу сказать, что в этом году было подано 1043 заявки, из них отобрано 62, и вашему вниманию мы сегодня будем представлять наших лауреатов в номинациях, 9 номинациях и 5 специальных призах. Я поздравляю всех, призываю всех участвовать в этом конкурсе. Сегодня я тоже уже в 2019 году задала свои материалы на конкурс, но претендую на следующий год, а вдруг повезет. Ну и добрый путь, и желаю всем сегодня провести прекрасное время и посмотреть наших лауреатов и их работы. Спасибо. Организаторы 16-го республиканского конкурса «Кинолетопись Якутии» благодарят наших партнеров. Управление культуры и духовного развития окружной администрации города Якутска, Республиканский сельскохозяйственный потребительский кооператив «Саха-Агропродукт», компания «Хатуаз», кинотеатр «Центральный», медиагруппа «Сити», торговый центр «Анигам», кинотеатр «Синема-центр», частное охранное предприятие «Винниц», кинотеатр «Лена», компания по производству национальной посуды «Камелек», торговая марка «Сахачай», цветочный магазин «Якутцветторг», сеть магазинов «Индустрия спецодежда». Ну что ж, разрешите приступить, и мы начинаем награждение номинантов 16-го ежегодного республиканского конкурса «Кинолетопись Якутии». Особенность конкурса в том, что в ней оценивается не столько режиссерское и операторское мастерство, сколько историческая, общественная и культурная ценность. Это фиксация событий разных лет по всей нашей огромной республике. Кинодокументы могут быть не самого лучшего качества и физического состояния, но самое главное, они невосполнимы при утрате. Это часть архивного фонда Российской Федерации, часть жизни целого народа, населяющего одну шестую Россию. А сейчас на экране приз конкурса «Кинолетопись Якутии» с фирменным знаком Национального центра аудиовизуального наследия. Этот знак выполнен студентами Якутского художественного училища имени Петра Петровича Романова. Данный приз получат все победители в номинациях конкурса. Номинация «Имя солдата».
Информацию по всем номинациям нам будет представлять начальник отдела экспертизы Центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия Лобанова Любовь Аполлоновна. Человек, который 20 лет назад создал этот конкурс и все эти годы вместе с коллективом работает над выявлением наиболее ценных аудиовизуальных документов, касающихся различных сторон жизни и деятельности нашей республики. Практически каждый год на наш конкурс поступают работы, так или иначе связанные с Великой Отечественной войной. Это воспоминания ветеранов-фронтовиков, это фильмы, рассказывающие о них, это демонстрации 9 мая, это телесюжеты, которые рассказывают участие якутян в поездке на нашу общую родину. И сюжет, который жюри выбрала для номинации «Имя солдата», он тоже о вечной памяти, о вечной благодарности павшим солдатам. Назвать победителя первой номинации приглашаем члена жюри, заведующего Центром культурно-массовых проектов Управления культуры и духовного развития города Якутска Василину Васильевну Кривошапкину. Добрый день, уважаемые друзья. Хочу в первую очередь поблагодарить организаторов за оказанное доверие, стать членом жюри, поработать в составе такого представительного жюри. И, знаете, очень важно, наверное, да, для нас этот конкурс важен тем, что мы, в общем-то, оставляем нашим потомкам историю нашего времени, нашей эпохи, чтобы они могли оценить, каковы были их предки. И эта номинация, на мой взгляд, очень важна, потому что мы с вами 9 мая даем старт по всей России году ветерана и году победы. Все мы знаем, что в следующем году мы будем отмечать 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. На сегодняшний день на территории городского округа проживают 68 ветеранов Великой Отечественной войны. И, конечно, уходят те люди, которые подарили нам мир, которые защитили нас от врага. И для нас очень важно сохранить это в памяти наших потомков. И позвольте мне сейчас назвать имя победителя в номинации «Имя солдата». Постоянное представительство Республики Саха-Якутия в городе Санкт-Петербурге. Сюжет «Университетских высот» 2010 года. Приз получает Иван Андреевич Мартынов, руководитель Министерства по внешним связям и делам Народной Республики Саха-Якутия. Поисковиками Санкт-Петербурга личных вещах и медальоне солдата-якутянина Игнатия Назаровича Попова. Внимание на экран. И будет памятно то, что именно весну, спустя 65 лет, было найдено и увековечено имя еще одного нашего якутянина. Место это находится в районе Синявских высот, недалеко от деревни Молодцова, и между деревней Молодцова и озером Синявинское. В 500 метрах от озера. Он был, да, в стрелковой ячейке индивидуальной. Вот, рядом с ним еще погибло много солдат. Вот, остальные, к сожалению, были безымянные. Вот, рядом с ним, в окружении буквально в 12 метрах, мы нашли еще 10 человек. Вот, все они погибли вместе с ним по 41 году. Да, он погиб от взрыва снаряда. Да, там как бы рядом с его окопом было углубление с пустотой, воронка. Вот, и в его ячейке было найдено много осколков. Вот, и при нем было найдено оружие, которое было сильно повреждено взрывом. Рядом с ним была в кармане, в том числе медальон, расческа, бритва, и рядом была расколка еще, и котелок у всех.
И пряжка. Пряжка еще, да. А фляга была разбита. Номинация «Представляя Якутию». Узнаем, кто стал победителем в этой номинации. Любовь Аполлоновна, вам слово. Нашей республике уделяется, конечно, очень много внимания, времени. И все-таки надо сказать, что спорт это не только ловкость, сила, быстрота. Вот вид спорта, о котором сейчас пойдет речь, он, конечно, довольно своеобразен. Любителями этого вида спорта были Державин, Пушкин, Суворов, Чехов, как и многие известные личности. И даже Лев Толстой сравнивал эту игру со стратегией военного искусства. А Наполеон черпал в этой игре идеи для тактики ведения боя. О каком же виде спорта пойдет речь, мы сейчас узнаем. Для вскрытия конверта на сцену приглашается член жюри конкурса, директор Национального архива Республики Саха-Якутия Румянцев Петр Васильевич. Добрый день, дорогие друзья. Я сегодня весьма признателен организаторам конкурса за включение меня в состав комиссии. Было очень приятно вместе работать. Спасибо всем членам комиссии за совместную работу. Очень приятно, что киноматериалы, которые победители сегодня в номинации, эти материалы будут приняты, включены на вечное хранение в Центр аудиовизуального наследия Республики Саха-Якутия. Мне очень вдвойне приятно, потому что сегодня у нас в республике два большие государственных архива. Это значит Национальный архив Республики Саха-Якутия и Центр визуального наследия, решения, которые включены в сеть, в архивную сеть, государственную архивную сеть и муниципальную тоже. Республика Саха недавно принята на коллегии Министерства культуры и духовного развития. Разрешите вскрыть конверт. Постоянное представительство Республики Саха-Якутия в городе Санкт-Петербург. Иван Андреевич, пожалуйста. Сюжет о встрече в постоянном представительстве Республики Саха-Якутия в Санкт-Петербурге с якутянами и неоднократными чемпионами мира по русским шашкам Николаем Стручковым и Гаврилом Колесовым, 2014 год. Давайте посмотрим на эти кадры. Номинация «Время перемен». Какой артефакт удостоится победы? Хотим мы или нет, но история, которая запечатлена на экране, беспристрастна. И что потом сделать из этого сюжета, подадут его положительно, плане отрицательном, это же другой вопрос. Но это факт, это было. И наша задача — сохранить памятник для истории. И вот особенную ценность для государственного хранения представляют именно вот такие официальные материалы, которые были нам переданы в прошлом году, и которые сейчас увидите на экране.
Для оглашения победителя в номинации «Время перемен» приглашается член Союза кинематографистов Республики Саха-Якутия, режиссер документального кино Тамара Дмитриевна Осипова. Добрый вечер. Собралось народу. Я помню первые годы, когда лет 20 тому назад, народу тогда не так, что это было. В то время существовала студия «Кинохроника» как отдельная структура. И мы ежемесячно выпускали киножурнал «Республика Саха» 10 минут. Вы помните, да, вот старшее поколение перед каждым началом тех времен любого художественного фильма показывали такие 10-минутные киножурналы. Вот я помню, мы иногда ежемесячно, каждый месяц, и раз в 3, раз в 2 снимали, выпускали эти журналы. Дело в том, что тогда мы еще как-то не понимали, да, значимость такого конкурса, но, видимо, от того, что мы все-таки были чуть помоложе, да, но вот по прошествии времени все-таки сейчас как-то совсем по-другому смотрим на эти работы. Те работы, которые мы тогда снимали, сейчас они для нас так ценны. Видишь и смотришь людей, с которыми ты тогда работал, на молодых людей, которые сейчас стали постарше. И каждый человек спустя через какое-то время он все равно все-таки обращает внимание на хронику, на архив, на такие значимые события, которые, конечно, проходили у нас в республике. Ну, сейчас, конечно, я открою этот конвертик и назову имя победителя. Значит, им становится Груздева Екатерина Николаевна, Усманской УРУС. Екатерина Николаевна Груздева, приз передачу представителю муниципального района Усманского УРУСа Владиславу Валерьевичу Атасову. Аудиовизуальный любительский документ, запечатлевший визит первого президента России Бориса Николаевича Ильи Ельцина в Картинский район в 1993 году, передан Екатериной Николаевной Груздевой, сотрудницей Управления культуры Усманского УРУСа. Приз предоставлен медиагруппой «Сетим» и магазином национальной посуды «Камелек». Внимание на экран.